Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в IT-парке и сегодня приехали в гости к удивительному человеку, основателя двух IT-стартапов. Это IT-школа и компания Vidroid. Он врач, а также доброволец в зоне проведения специальной военной операции. Давайте познакомимся с нашим героем. Здравствуйте, меня зовут Николай, проект Vidroid, айтишники, всем привет. Николай, приветствую. Привет, Николай, привет. Расскажи о своей первой ипостаси, которая наиболее, наверное, известна в отрасли средств массовой информации, о твоих IT-стартапах. Мой главный первый IT-стартап – это Vidroid. Робот-уборщик Vidroid – это полномочная машина, которая убирает большие пространства в аэропортах, спортзалах и в торговых зонах. Мы этот проект прокачивали в Казахстане и смогли сделать его международным. Это очень интересный проект, который мы смогли реализовать в городе Якутске. То есть мы из Якутска собирали роботов, вот в этом здании, в IT-парке их программировали, в технопарке мы их собирали и отправляли в Казахстан прямым рейсом, и там продавали их. Было очень интересно. Они, кстати, во многих аэропортах замечены. Да. Действительно так. Расскажи об IT-школе. У нас здесь IT-школа, мы учим детей программированию. У нас есть несколько программ обучения. Это разработка сайтов, разработка компьютерных игр, обучение детей 3D-моделированию и еще самая любимая игра Roblox детей. И благодаря Roblox мы учим началам и азам программирования. Железно ни у кого не будет ни ручки, ни фломастера. Берете и пишите. Где? Где писать надо? На лбу. На лбу. Почему на лбу? Так А виднее. почему видно на лбу? Потому что когда человек теряет кровь, он становится бледный. Да, бледный. Ну и ты врач по образованию и недавно вернулся с зоны проведения специальной военной операции, получил ранение. Расскажи, пожалуйста, вообще вот как с таким бэком ты решил поехать туда? Я поехал добровольцем по одной простой причине. Не хватало врачей. На передовой не хватает врачей. Не хватает молодых людей, знающих оказание первой помощи и готовых помочь людям бескорыстно. Я поехал туда добровольно 24 сентября, когда услышал зов, когда президент страны обратился к народу и призвал помочь армии. Я до этого служил в сухопутной армии, в сухопутных войсках, в Уссурийске, в автомобильных войсках, автобатом. И получил звание сержанта, заместителя командира взвода. И с своим бэкграундом я поехал в специальную зону проведения военной операции. То есть ты выполнял функции полевого медика? Да, я занимался функцией именно военного врача на поле боя. Я был командиром медицинского взвода. Потом меня определили в эвакуационный взвод и назначили нового командира, офицера боевого, настоящего боевого офицера. И вот его зовут Николай тоже, и мы вдвоем с ним работали именно вот как два врача. У нас был медицинский взвод, 17 молодых людей, 15 из которых в первый раз держали в руках бинт. Было им очень страшно. И наша задача была с Николаем обучить их основам тактической медицине, полевой медицине и помочь ребятам выжить. Обезболивающий эффект очень важен при ожогах, потому что при ожогах очень много выгорает, ткани. Поэтому при ожогах воду даете много, пить, но ни в коем случае не проливать. Если ожоги спины, ожоги конечностей, верхних, нижних, или, не дай бог, лица, ни в коем случае не обливайте водичкой. Рядом с нами аптечка, которая была собрана по рекомендациям Российского университета спецназа. В принципе, нам там сказали, единственное правило, которое существует, не умеешь пользоваться медикаментом, не бери его. И сейчас с Николаем, наверное, разберем нашу аптечку, правильно мы ее собрали и как вот этими вещами пользоваться. Аптечка первой помощи именно рядового солдата, рядового бойца, она очень простая. Там должно быть несколько бинтов, несколько жгутов и кровоостанавливающая, можно сказать, марля, либо кровоостанавливающая повязка. Здесь тактическая аптечка, которая крепится на поясе, на элементах брони. Это очень удобная вещь. Открывается. И первое, что мы видим, это эластический бинт. Так сказать, это жгут эсмарха. Это жгут, который можно нанести на свою конечность. Как это делается? Накладывается поверх раны. Если рана у тебя была, скажем так, на конечности, надо наложить ее жгут выше места ранения. Не ниже, а выше. Крепко затянуть, сделать 5-6 туров и, самое главное, зафиксировать время ранения. Время ранения по-любому
у людей нету под рукой фломастера либо маркера, поэтому используйте самое простое, это кровь. То есть берете кровь и пишите на лбу, либо на какой-либо поверхности то время, которое это было. Жесть какая, это реально жесть. Ну, Прикинь, там раненый приходит, у него на лбу кровью нарисованные цифры. Иногда бывало так, что когда очень холодно, маркеры не работают. У нас был случай, когда у солдаты были полностью экипированы, у них были и жгуты, у них были и даже вот такие очень крутые, такие, скажем так, иностранного производства турникеты. Турникет – это тот же самый жгут, только он уже, наложив его на конечность, его вот так вот делаете раз, два, три замота и фиксируете. И таким образом рука полностью обескровлена, то есть кровь остановлена. Что там было у ребят? Так, у ребят было так, что никто не умеет пользоваться ни жгутом, ни бинтом, ни зеленкой. Вообще люди, находясь в шоковом состоянии ранения, они не могут оказать себе помощь. Не могут оказать помощь их товарищи, потому что они тоже находятся в шоковом состоянии. И из этого шока очень сложно человеку выйти. Кругом взрываются мины, кругом происходит либо наступление, либо отступление, в общем, боевые действия. Очень страшно людям. И наша задача медиков была именно своим присутствием людям повышать мораль, чтобы они могли выполнить свои боевые задачи, собственные боевые задачи. И я помню, был момент, когда один солдат себе наложил жгут ниже места раны, и он чуть не стек крови. Хорошо, что мы это раньше успели увидеть и оказали первую медицинскую помощь. Ну да, это на термине, скажем, приближенном к специальной военной операции называется «вытек». Да. Ну, вижу, вы сленгом владеете. Да? Не первый раз. Да. Рассказывай, что у нас дальше. Здесь у нас еще классная штука израильского происхождения. Это так называемый бинт. Бинт, который можно накладывать на раневую поверхность и фиксировать его с помощью обычных, даже тряпками. То есть он останавливает кровь, останавливает кровотечение, закрывает рану. И самое хорошее качество, он еще владеет антисептическим эффектом, то есть обеззараживает ту поверхность, на которую вы накладываете. Это очень полезная вещь. Если у вас найдется, скажем, кровоостанавливающие губки, они тоже будут полезны. Жгут, кровоостанавливающая губка, турникет и, самое главное, бинты. Бинтов должно быть не два, побольше должно быть, чтобы... Бывает так, что ранение будет не на одной конечности, может быть и по всему телу. Когда мины рассыпаются, они могут поражать множество участков тела. Бывает так, что могут быть множественные, но мелкие раны. То есть они могут быть и на ногах, на руках, на шее, на лице. Молодому человеку, то есть солдату, очень важно располагать не одной аптечкой, а аптечкой может быть даже двух. То есть одна должна быть на поверхности, где ты можешь рукой, левой либо правой рукой дотянуться, другая может быть находиться сзади. Еще такой совет, что когда вот мы, медики, шли в наступление, у нас аптечки были распределены по всему контуру тела. То есть один жгут у нас был в одном кармане на руке, на втором кармане руки. На ногах уже висели готовые турникеты, потому что бывает так, что может попасть под минометный обстрел и может сразу несколько конечностей ранить. Расскажи, пожалуйста, самый, может быть, тяжелый момент, который произошел у тебя. У меня было два основных таких острых момента. Первый момент – это было начало наступления на село Павловку. Это 29 октября. Я этот день хорошо помню. Все началось с такого мощного артиллерийского обстрела с нашей стороны. Потом пошло в наступление десантно-штурмовое подразделение, десантно-штурмовой батальон. Это примерно 450 человек. И в течение дня, то есть они утром отправились в наступление, и уже после обеда начали прибывать первые партии раненых. И я помню, что было страшно, когда приезжали БТР и БМП, и никто не кричал оттуда, то есть не доносились крики. Это означает, что привезли тяжелых. И когда мы слышали машины, которые издалека начинают уже раненые кричать, то есть там от боли, от шока, то мы как бы легче выдыхали и выполняли свои боевые задачи. Наша боевая задача была оказание первой медицинской помощи. И также эвакуация раненых с поля боя. То есть нас экипировали, отправляли на передний план, где вот только что вот закончился бой или все еще идет бой. И наша задача вынести оттуда наших раненых, оказать первую помощь и помочь им эвакуироваться в тыл. Естественно, под минометным обстрелом, естественно, в ходе наступления. Это очень непростая задача.
Ранение, которое я получил ранение 3 ноября. Это был уже, получается, разгар наступления на Павловку. Это было очень такое тяжелое ранение. Мы получили приказ. Медицинский взвод в полном составе идет в наступление. Мы должны были прорваться через эшелонированную оборону противника до села Павловки, где наши войска были отрезаны от путей эвакуации, наладить эвакуационные тропы и начать эвакуацию в тыл значительного числа наших раненых. Я сам служу в 155-й бригаде морской пехоты в город Владивосток и являюсь военным врачом. Поэтому моя задача входила именно любой ценой прорваться к нашим и оказать первую помощь. У нас был взвод в наступлении. Мы шли и получили ожесточенное сопротивление. Мы попали под минометный обстрел, который корректировали беспилотные летательные аппараты. И нас несколько часов подвергали обстрелам, и часть нашего подразделения попала под, попала под удар. Пришлось эвакуировать уже медиков. Это были 83-миллиметровые снаряды, это были мины. И помню, когда мы добрались до точки эвакуации, то есть обычно, когда мы эвакуируем раненых, нас накрыло значительным числом мин. И по радиостанции мы получили команду, что точка эвакуации вскрыта, противник знает наше местоположение, и будет открыт очень массированный уже ракетный удар по нам. Поэтому нужно было срочно эвакуироваться на 4 километра вглубь наших позиций. И в одном из этих переходов меня ранило. Меня ранило, как... Я не слышал, как взорвалась мина. Я не слышал свой снаряд. Просто был взрыв, я отлетел на несколько метров, это было в лесополосе. Я помню, лежу на земле, на животе лежу и выдыхаю. У меня выдох был такой с запахом, примесью тротила. То есть такой, это специфический запах, такой очень острый, химический. И чувствую, что с левой стороны в животе у меня жжет. Плюс очень сильно болела голова, и я не чувствовал ног. Я думал, что, может быть, ноги перебило. Но когда я смог пошевелить ногами, руками, я прям обрадовался. Потом подошел мой командир и говорит: Дункан, как твое самочувствие? Что тебя ранило? Я говорю: слева, снизу, живот. Уже профессиональные медицинские термины пошли. Да, он смотрит на меня и говорит: о, братишка, у тебя легкая, касательная в живот. Я начинаю смеяться, потому что последние 2 недели это была моя коронная фраза, которую я говорю абсолютно всем раненым. Тяжелым раненым, средним раненым или вот там едва коснувшимся. Чтобы поддержать моральный дух. Да, поддержать моральный дух. Я отсмеялся и спрашиваю: Дархан, дружище, кишки видны? Он говорит, он что-то возится и говорит такой: уже нет. Кошмар. Да. Потом мне помогли встать. Я отказался от обезболивания сразу, потому что у меня было ранение живота, плюс еще контузия. И я понимал, что если я приму промедол, то просто у меня остановится сердце. Потом товарищи предлагали понести меня на носилках. Но так как мы все еще находились под минометным обстрелом, и вот когда мне оказывали помощь, нас все еще били минами, а квадрокоптер висел над головой, надо было отказаться от этой глупой затеи и идти пешком на своих 2. И где-то еще 1,5 часа мы шли под минометным обстрелом, где-то 2 километра до наших ближайших позиций. Потом, видимо, мы из зоны поражения вышли квадрокоптера, или квадрокоптер аккумулятор сел. Ну да, это скорее обычно. Да, скорее всего, да. Или они нашли более приоритетные цели. Мы смогли эвакуироваться. Парни, мы с Якутии. Все вернемся живыми. С победой! Пусть нас боятся. Никого не оставляем на поле боя. Всех забираем своих. Николай, на самом деле профессия врача, вообще сама вот эта вот деятельность, хоть и считается самой гуманной в мире, но в то же время она связана с такими мрачными довольно-таки вещами, да, не всегда удается вытащить человека. Скажи, как психологически справляться с этим, какая реабилитация именно с точки зрения врача на психологическую реабилитацию? Давайте начну отвечать с конца. Самый лучший способ реабилитации – это трудотерапия. То есть мне помогает сейчас именно то, что я много работаю. То есть бесконечно много работаю. До тех пор, пока аж руки судорога не сведут и из носа кровь не потечет. Тогда отвлекаешься от всего, абстрагируешься от негатива, в котором искупался, абстрагируешься от тех событий, в которых принимал участие. Это очень важно для тех ребят, которые побывали, имеют такой жизненный опыт. Это
невозможно от этого отказаться, потому что это преследует тебя постоянно и во снах, и в общении, и даже в автобусе находясь, ты чувствуешь это. Вот ты сидишь в автобусе, да, и видишь, как люди проходят мимо, проезжают автомобили, ты уступаешь место, садится пожилой человек, но вдруг какая-то кочка, и тебя подбрасывает, и у тебя раз, и у тебя когнитивный такой диссонанс, и ты как будто на секунду попадаешь снова на зону СВО. Поэтому я помню, когда в автобусе ехал, у меня такое, трясло меня маленько. Потом бывает так, что люди боятся открытых пространств. У меня есть небольшая фобия, я вот на зеленый луг не выхожу. Я не люблю открытых больших пространств. Мне нравится, когда кругом высотки стоят, потому что есть такое ощущение. Оно вот, Откуда-то прилетит? откуда-то может прилететь. И ребята, которые участвовали, то есть именно были в непосредственном наступлении, штурмовали, которые бежали с автоматом по минному полю, под минометным обстрелом, выносили раненых, либо же штурмовые действия проводили. У людей этот осадок остается, вот этот фатализм. Поэтому, чтобы он изнутри не гасил, надо всегда чем-то себя занимать. А лучше всего это работа. Чем проще работа, тем лучше. Какой можно было бы дать совет ребятам, которые так или иначе вдруг могут попасть на зону СВО? Первое дело, это, ребята, научитесь хорошо и быстро бегать. Бегать и не уставать во время бега. Потому что у вас откроются прямо спринтерские качества. Вы будете лучше видеть, лучше слышать, в запахах можете различать, даже можете запах человека отличить, когда он беспокоится или когда он в спокойном состоянии. У вас откроется прямо интуиция, вы сможете читать на больших расстояниях. Поэтому, чтобы это все у вас сохранилось, надо бегать. Очень сильно рекомендую заводить семьи. То есть, если человек все-таки холостой, молодой человек холостой, найди вторую половинку срочно. Срочно женись, срочно создай ячейку семьи и сделай так, чтобы у тебя было потомство. Это очень важно. Ну, а по поводу того, чем я занимаюсь, я все-таки после комы у меня было 2 клинические смерти. Один раз у меня сердце остановилось от потери крови. Я потерял больше 2,5 литров крови. Это была критическая потеря. И меня откачали уже в Волновахе. Это была первая операция. Потом вторая операция, когда меня удалили часть кишечника, это был уже болевой шок. Там меня дефибрилляторами оживляли. Так что умирать это больно. Я вам скажу, что лучше всего людям быть ближе друг к другу. То есть, если есть какие-то недосказанные слова вот, своим близким, своей семье, своим детям, своим родителям, надо это сказать сейчас. Это очень важно, потому что надо закрыть эти гештальты. Николай, скажи о своих дальнейших планах. Все-таки ты довольно-таки пассионарный человек, да? Столько активностей, врач, основатель IT-стартапов, доброволец СВО. Сложно всего перечислить. Какие дальнейшие планы? Я помню, дал себе слово, что когда вернусь домой, я буду заниматься именно гуманными профессиями, то есть максимально помогать людям. И поэтому усилил работу IT-школы и взял на обучение детей СВО. У меня бесплатно обучаются дети участников СВО. И я приглашаю в нашу IT-школу детей участников СВО для того, чтобы я мог научить их программированию и профессиям будущего. Но вот именно для себя я вижу именно политическую стезю, потому что когда ты почувствовал очень много несправедливостей, очень видел тяжелую эту обстановку жизненную и не хотел бы что-то как-то транслировалось на твой родной город, я хотел бы свой родной город защитить. И именно защитить его изнутри, усилить его вот, своей активностью, положительной, позитивной активностью и выдвинуться в Якутскую городскую думу в качестве депутата. Поэтому это моя позиция. Я хочу помочь своему городу, в котором я родился, в котором я вырос, в котором я получил образование, где я нашел свою судьбу, свою любовь и откуда я выдвигался добровольцем на войну. Я хочу помочь своему дому. Спасибо.